Чтобы скоротать время, продавцы сидят за карточной игрой. Это первый признак того, что на авторынке торговли нет. То есть вы ниже себестоимости продаете сейчас? А как вы собираетесь деньги-то опять возместить, вернуть? А как возместить? Завязывать этот бизнес? Продажи автовторички остановились. Одна из причин застоя – перенасыщенность рынка. До вступления в Евразийский экономический союз предприниматели закупили машины впрок и теперь не знают, что с ними делать. Это целый год вот столько работать, вложить там все, что было, как говорится. Многие перегонщики надеялись продать автомобили в страны Евразийского союза, но оказалось, что ввозить беспошлино автомашины в соседние страны нельзя. Вот раньше многие в Казахстан, в Россию увозили машины, а сейчас там как? Дешевле, чем сейчас там дешевле, чем у нас здесь. Почему? Из-за доллара рубль упал. Машины в основном с России сейчас приезжают. Резкий скачок доллара снизил спрос практически до нуля. Сейчас большая часть сделок проходит не за наличку, а на обмен. До вступления в Евразийский экономический союз ежегодно в страну ввозилось до 50 тысяч подержанных автомобилей. Сегодня эти показатели упали в 30 раз. Власти запретили импортировать машины из Японии, повысили таможенные пошлины в 2 раза для автомобилей из Европы. Таможенную сетку подняли, это одна беда. Вторая беда то, что они заставили эти машины оформить. Если у человека 10 машин, смысл ему было оформлять. Ему, например, достаточно было то, что вот запрет поставили, он же мог, например, оформлять, когда захочет, когда ему удобно, он на клиента мог рассчитывать. Ожидается, что авторынок в этом году продолжит падение, но полный крах произойдет, если власти примут закон, который запретит перевозить пассажиров на праворульных машинах. Ведь каждое 3-е такси в республике праворульное. Адилет Бектурсунов для «Настоящего времени».